Друзья, всем привет! Тихо! Туман! Сегодня у нас 15 ноября. Вчера был у меня выходной. Вчера просто творился Армагеддон. Просто небеса лопнули, валил снег. Ледяной дождь. Вся машина во льду вот была. Навалило снега, вот я вам говорю, вот, посмотрите. Снега навалило полметра, не меньше. Сегодня замучился все чистить. Сделал я себе вчера выходной. Ну а сегодня, зато вон на выходных я сделал два садка для хранения живцов. Просто прожигал вот их паяльником. И вот такую здоровую тридцатку тоже. И сейчас поеду раскидывать в тридцатки, они уже нормально будут плавать, что и не влезет сюда. Перекидаю тех живцов в эти большие банки. Ну и вечерком посижу еще половлю ёршиков. Я надеюсь, когда я приеду на речку, увижу то, что она встала, потому что вчера было минус 20 градусов, когда летели. Туман, что тебе сейчас? Так что увидимся на реке. Будем надеяться, что речка наша встала. И все будет вот так вот. Поехали. Поехали. Вчера было минус 20, сейчас минус 3. Вот такая вот резкая. Да, спуститься-то я спустился. Как я буду обратно подниматься? Снегу во. Так, ну а мы, друзья, на Печоре. И как мы видим, у нас ничегошеньки не изменилось. Она как шла, так и идет. Единственное, вот там вот перешеечек есть. Совсем уже небольшой, сейчас я вам покажу, выше пляжа. Вот там за поворотом, может быть, даже и стоит. Вот здесь немного стянуло. Но она здесь идет. Где-то, может, в верховьях и оно остановилось, но сейчас плюс 3 это все прорвет, потому что здесь вот все идет. Вон, посмотрите, все идет, все открыто. И не думает останавливаться. Это, друзья, очень и очень плохо. Время уходит. Если я-то думал, если встанет лед в начале ноября, то в ноябре будет вот такой клев налима. Ну а если ноябрь пройдет и вода будет открыта, то в декабре уже такого клёва мы не увидим. Это я уже заметил. Ну, как бы не первый год рыбачу на налима. И заметил, чем раньше ледостав, тем лучше клюет. Хороший клев только в ноябре. В декабре уже похуже. И хорошего клёва мы уже крупного налима не увидим. Мелочь-то будет, конечно, но крупного нет. Все, ну а мы оставляем. Смотрим, все вот вода выступила наверх, вода, получается, снегом все выдавила, и теперь там будет все еще и сыро. Ладно, посмотрим, как там наши не ловушки, а все забываю, наши садки на ершей перекинем. Ну,
сделаем все красиво и попробуем половить ерша. Все, поехали. Поехали на лед. Пошли, то есть потопали. Так, как мы видим, вода прет. Везде такая наледь. Сейчас посмотрим, что у нас с ершами. Он сидит тут, ловит, говорят, не клюет. Отошел ерш, вода поднялась. Ерш, получается, отошел. Ладно, хоть спасти этот запас. Под снегом даже не замерзла. Так, ну что, смотрим. Живые! Все живы. Это хорошо. Хотя соплей хватает. Соплей уже напускали. Вообще ни одного не поймал. Опа. Вот тенати. А вчера не ходил, да? Завтра, если получится, на Пукчу собираемся съездить, там попробовать. Ну, да. Позавчера сказали, что устала на Русан. Не слышал, может быть. Нихуя не говорит. Так вон видно же, что больших пластов-то нету, где-то стоит, получается. Я вчера пришел, вот дома пронороги стоят вот в районе Адониса. Ага. Это, говорит, встала, говорит, ну, говорит, пошел 12 палок поставил, говорит, провалился все равно, говорит, купался, говорит. Только встала и сразу пошел. Ну, видно, вот, что, блядь, вот там полами, а тут вот, как бы оно потихоньку, что, видать, дерьмо наплывает, и набивает потихоньку. А, получается, там кедровки стоит. Где-то там стоит, да. Получается, просто уже вот ближе стало набивать, было дальше маленько. Ага, ну потихоньку набьет. Но сейчас, видишь, тепло 2 дня, потом-то морозы будут, оно стянет. Все живы. Соплей километр, они еще бы дольше, они, может, и задохнулись бы. Может быть, да. Но сейчас вода прибывает, все равно должны гулять. Сейчас посмотрим. Вон. Сейчас эти свеженькие вода будет все равно. Мне, надеюсь, не больше же недели это Да бардак, бля. Я вот сейчас вот моя вот сейчас на обед пришла, принесла, дизметила, правда. Вот эти До воскресенья еще погоды не будет, да? еще. Да. А в понедельник уже к вечеру 20 с копейками, ночью что-то 30, 2-3 дня морозы, потом опять 0, 5. В принципе, сейчас... Но главное, чтобы замерзло, да. Так, это у нас готово. Сейчас посмотрим глубину еще. О! Конечно, вон на полметра прибыло. 20, 40, 60 сантиметров прибыла вода. Вот оно все и затопило вот это все.
За 2 дня, да, получается? Если заторосила где-то, вот она и прыгала. Да, значит где-то встала. Ну, 60 сантиметров просто так не прибудет, оно встало где-то, получается. Это хорошо. Если встал, дай бог, сейчас зашугует все. И будет, думаю, намерзать уже все. Лишь бы снега не было больше. Снег больше не нужен. Снег нам больше не нужен. Ладно, вот эти забереги, ну чтобы основной фарватер, который свежезамерзнут, свежий лед будет. Нам там снега не надо. Иначе будет очень опасно. Так, ну, одно радует, что наш запас ершей. Наш запас ершей живет. И дай бог ему дальше жить. Вот так вот. Вот такая вот глубина здесь. Вот так вот. Будьте здоровы, живите богато. Немного воткнем. Все. Так, друзья, все. Темнеет. Начало уже темнеть. Смотрим по часам. 3 часа 1 минута. Что? Пробуем. Пробую ловить ерша. Клюнет хорошо. Не клюнет тоже ничего. Если будет клевать, я еще поснимаю. Нет, так скажу на прощание потом пару слов. Все, пошли пробовать. Ну что, друзья, сижу уже, сейчас скажу вам точно, 15 минут. Думал, ерш подойдет, ни одной поклевки. Вода поднялась на 60 сантиметров, или ерш куда-то отошел. Я так думаю, он ближе к берегу или ближе к тиховоду туда. Скорее всего, течение начало заходить сюда. Так что попробуем его поискать. Найдем хорошо, нет, так ну что, надо было пользоваться моментом, когда ерш клевал. Теперь вот ни одной поклевки. Вода поднялась, появилось течение, ерш ушел. Далеко, видать. А вода поднимается, скорее всего, там где-то снизу остановилась река, зашуговалась, и все, пошел подъем воды. Пойдем сделаем пару дырок еще поближе к берегу, если нет, так нет. Пойдем домой. Ну что, друзья, прошел час, оббурил я вдоль этой заводи, наверное, не отбурил, а продолбил 15 лунок. Не увидел ни одной поклевки. Вода прет, лед шумит. Снизу, скорее всего, где-то уже тормознулась река. Иначе чем можно объяснить такой быстрый подъем воды? Видать, пошло течение и просто ерш куда-то ушел. Ничего страшного. Не зря приходили, потому что в этих банках, вот в этих банках, где у меня раньше были ерши, полные, они были уже соплей. Так что, если бы я сегодня не пришел, возможно, завтра бы они уже бы подохли. Так что я перекинул своих живцов в большую 30-литровую бутылку. Теперь им будет попросторнее. А ершей, ну, на первое время хватит, а потом мы где-нибудь найдем, да наловим. Приходили мы не зря. Завтра у нас по плану рыбалка с Иваном Григорьевичем. Куда поедем, пока не знаем. Завтра все видим. Так что до встречи, до завтра. Увидимся на реке. Всем пока.